Несколько лет назад Госсовет Коми внес поправки в закон о статусе депутата, дав возможность жителям региона инициировать проекты с целью получения бюджетных средств на воплощение в жизнь самых актуальных из них. Интинцы, как всегда, проявили активность и ежегодно обращаются с наказами к народным избранникам. Перечень наказов разнообразен. Депутат Госсовета Республики Коми Александр Попов внимательно следит за их исполнением. В учебных заведениях совершенствуется материально-техническая база, закупается новая мебель для столовых, благоустраиваются пришкольные территории, проводятся ремонтные работы в учреждениях культуры, приобретаются современные музыкальные инструменты. В прошлом году в рамках наказов избирателей на территории школы номер 5 было начато обустройство футбольного поля. Летом выкорчевали кочки, произвели отсыпку, а также установили 3 новые опоры освещения по периметру и 2 прожектора на фасаде школы. В этом году планируется провести работы по укладке на поле специального покрытия. Накануне Нового года музыкальное отделение детской школы искусств получило ценный подарок – 2 новых баяна «Тула». Преподаватели и их воспитанники в восторге. Они давно мечтали о современных ученических инструментах. Очень долго ждали эти баяны. Спасибо огромное. Всегда мотивирует детей учиться играть на новых инструментах, на свежих, на хороших. Соответственно, по размерам они именно под детей, то есть маленькие очень, под 1 класс очень хорошо заходят. И так как сейчас очень много первоклассников, то мы очень их ждали. Мы очень благодарны Александру Николаевичу Попову, который нам помог в приобретении музыкальных инструментов. Мы очень счастливы и благодарны. Теперь мы будем с гордостью выступать на сценах нашей школы и на сценах ДК, ездить на конкурсы в другие города. Надеюсь, что это будет не безрезультатно. В рамках исполнения наказов избирателей большие ремонтные работы были проведены в детской библиотеке. Во всех залах удалось заменить напольное покрытие. На месте старого изношенного линолеума появился новый специализированный. За счет сэкономленных средств получилось привести в порядок тамбур, лестничную клетку и установить современные двери. Полы были в очень плохом состоянии. Много лет мы пытались найти средства на этот ремонт. И благодаря Александру Попову, бывшему градоначальнику нашему, нынешнему депутату Госсовета Республики, удалось найти средства на ремонт полов. Сначала стелили фанеру как основу на старый пол, потом уже стыки все шпаклевались, а потом уже стелился новый линолеум. Линолеум был выбран коммерческого класса, соответствующий всем требованиям безопасности, износоустойчивый. В 2022 году по наказам избирателей в ряде учебных заведений была усовершенствована материально-техническая база, появилась новая мебель в школьных столовых. Для гимназии номер 2, 3, школ 8, 9 приобретены современные многоместные обеденные столы со скамейками. Столовой сейчас уделяется очень большое внимание, потому что вопросы питания находятся на федеральном контроле. И не только качество пищи, но и внешний эстетический вид и соответствие санитарным требованиям – это необходимо. Поэтому то, что мы увидели сегодня в столовой гимназии 2, это новая, хорошая мебель, которая не только благоприятна по цвету, но и по исполнению, закругленные края, пониженная травмоопасность, удобная ширина стола для того, чтобы дети могли сидеть спокойно и несколько тарелок стояли рядом с ними. Поэтому надеюсь, что эти проекты и дальше будут реализовываться, и наши образовательные организации, школы, сады, учреждения доп. Образования в них всегда будут принимать участие. В этом году в Инте планируется реализовать 5 наказов на общую сумму 4 миллиона рублей. В музыкальном отделении детской школы искусств должны быть заменены окна. Для 8-й школы и спортивной школы «Юность» приобретут необходимый спортинвентарь и форму. Несколько комплектов парадной формы планируется приобрести для кадетских классов и юнармейцев.
Также продолжится обустройство сквера между домами 27 и 29 по улице Кирова.